у них покупали. Нет, никогда в жизни они меня не приглашали. Это я к ним один раз обратился. Один раз в жизни. Они меня как бы научили, спасибо. Что не надо обращаться ни в какие госструктуры. Я Чурлу Мамут Юсуфович, художник. Отец из крестьянской семьи, из Кучук-Озенбаша, мама из купеческой семьи, из Бахчисарая. У меня 3 детей, 6 внуков и 2 правнука. Я вернулся в Крым окончательно в 1989 году. Меня обрадовало очень широкое поле деятельности по восстановлению нашей культуры, всеобщий энтузиазм нашего народа, новые знакомства, новый жизненный опыт. Огорчило меня негативный опыт знакомства со своими соплеменниками. Энтузиазм, он был такой, вот, мы все там крымские татары приехали, должны помогать друг другу. Но я встретился с такими личностями, как сказал вот художник Али Мусинов, он сказал, мы такой же народ, как все другие. У нас есть люди замечательные, порядочные, ученые, там, герои, есть негодяи. Вот мне, к сожалению, пришлось встретиться с такими людьми. И, я думаю, этот опыт, который мне был послан судьбой. Однажды я обратился с просьбой выделить средства на печатание каталога, которые затянули это дело, обманули меня, и мне пришлось в срочном таком порядке добывать деньги у спонсоров, но потом мне это все обошлось, откликнулось инфарктом. Но я получил опыт, опять, еще раз один негативный опыт. После этого никогда не обращался больше ни к каким государственным структурам. Когда я приехал в Крым, я занимался живописью. Моя живопись, она достаточно мрачная, брутальная, потому что это была реакция на окружающую действительность, реакция на ту информационную войну, которая против нас велась. Но уже к середине 90-х я понял, что из этого состояния ощущения жертвы нужно выбираться каким-то образом. Нельзя жить постоянно, значит, как бы теребя свою рану, да, и народу то же самое. Я стал искать нечто позитивное, и это позитивное я нашел в народном орнаменте. Передо мной раскрылись совершенно бессмертные сокровища нашей культуры. Орнамент каждого народа, он уникален. Орнамент – это язык. И как в любом языке, в нем есть общие слова. Вот, допустим, лексика крымско-татарского языка включает в себя греческие слова, персидские слова, арабские слова, русские слова. И этим он отличается от других тюркских языков. Конечно, основой является общетюркская основа. Но вот эти нюансы, они создают именно крымско-татарский язык. То же самое в орнаменте. Значит, есть какие-то элементы, которые общие для многих народов, особенно в тканом орнаменте. И чем более общий элемент, тем он более древний. Это как раз-таки показатель его древности. Он возник тогда, когда не было ни народов, ни государств, ни каких даже маленьких таких вот образований племенных. В орнаменте есть свой синтаксис, своя морфология, свои особенности. И несмотря на то, что, допустим, вот у соседних народов тоже есть там много тюркских слов или еще каких-то, мы его не будем понимать, если мы его не выучим. Я доволен результатами работы. Я даже не мог предположить, что дело зайдет настолько глубоко, когда я начинал этим заниматься. Я думаю, что все происходит очень успешно. Да. Я мечтал, что в ближайшем будущем традиционное искусство крымских татар, живое, развивающееся, войдет в дом каждого крымчанина и займет достойное место в культурном поле планеты.
Сбылась мечта. Возродилось искусство надежды и созидания, несущее людям энергию, силу и радость. Значит, он повлиял, с одной стороны, это негативно. Мы планировали выставку в Союзе художников провести. В это время карантин, мы ее не можем. Но мы сделали движение в сторону интернета, сделали онлайн-выставку и создали группу, и там даем очень много материалов. То есть мы дефект превратили в эффект. Мы вышли на очень широкую публику, широкую арену, где мы пропагандируем свое творчество, свое искусство. Даже гораздо более эффективно, чем если бы мы просто сделали бы выставку, допустим. И я считаю, что она находится в состоянии бурного развития. Да. Как-то у меня был разговор с писателем Кульпиным, он покойный, знаете, да, который написал интересные очень книжки и про крымских татар тоже, про Золотую Орду. Мы сидели с ним на вручении премии в Карасу-базаре, где Рисуль Вилляев проводил, значит, вот эти вот замечательные мероприятия, посвященные Бекиру Чобанзаде. Вот, я ему подарил наш каталог, и он сказал так. Я, говорит, вам завидую, говорит, крымским татарам. Вы так быстро бегаете, вам такого пинка дали, говорит. Кто бы нам дал пинка, говорит, такого. Я бы хотел видеть своего соотечественника успешным, образованным, лидером своей профессии, увлекающийся своей и мировой культурой и историей, прародителем многодетной семьи, уделяющего внимание образованию и воспитанию своих потомков. Быть первым в своей деятельности, быть первым в своей профессии. Восстановить общение на родном языке в кругу своей семьи хотя бы. Изучать свою историю и культуру. И иметь хотя бы минимум 3 детей. Дать этим детям лучшее образование. Избегать вузов, в которых оценки продаются за деньги. Бежать от них, сломя голову, как от чумы. Развить в детях нравственные качества, лучшие качества, честность, порядочность, трудолюбие, лидерские качества, умение работать в команде. И первый символ для нас – это Крым. Наша Родина, наш полуостров. Я думаю, что это самый главный символ для каждого крымского татарина. Второй – это язык. Третий – наша культура. Четвертый – это трудолюбие. Пятый – это миролюбие. Ну, я вижу черты такие даже среди там, близких некоторых родственников. Я очень мало знаком с большим количеством представителей разных профессий. Но вот эта безудержная погоня за деньгами, которая все поглощает человека полностью, и он уже не занимается никакой там культурной деятельностью, никаким развитием. Я считаю, что это достаточно порочная такая деталь. Основная масса крымских татар поправила свое положение, она крепко стоит на ногах, имеется жилье. Ну, как поговорка есть, татарстройка сабитмес, да, вот это вот бесконечное строительство, бесконечные материальные какие-то заботы, когда уже пора уже следующим поколением хотя бы уже немножко заняться там, профессиональной деятельностью, какой-то культурной деятельностью больше. Необходимо отказаться от оправдательной позиции, когда идет информационная война против крымских татар, и когда наших предков обвиняют в предательстве, там, в коллаборационизме. Эту оправдательную позицию заменить необходимо на активную, нападающую позицию. Да. Во-первых, надо изучать нашему народу настоящую историю войны и напомнить о том, что в начале войны каждый месяц по 1 миллиону советских солдат сдавалось в плен, бросая оружие, что 1 миллион человек оказались дезертирами в лесах Белоруссии, России. 1,5 миллиона советских солдат служило в армии вермахта.
что существовала Локотская республика на оккупированной территории, лояльная гитлеровскому режиму, в которой жило около 1 миллиона человек. Они создали свою русскую республику. Вот об этом надо говорить и сравнивать. Тогда все становится на свои места и становится понятно. Это опыт государства Израиль, когда масса евреев со всего мира приехали, разноязычных приехали в Израиль, и стала проблема изучения языка, на котором в XIX веке никто не разговаривал. То есть это был мертвый язык. Что они сделали? Они, во-первых, выделили в этом языке 300 главных слов, которые есть в любом языке, которые необходимы для основного общения. Я считаю, что необходимо вот какой-то группе энтузиастов, я не верю в государство, что оно будет этим заниматься, и не верю в наших чиновников и научных деятелей, которые, значит, создают такую элитную группу, знающую язык, а остальной народ темный не знает. Значит, это необходимые меры, я считаю, меры срочные и необходимые, которые можно решить народной инициативой такой. Собрать группу, выделить эти 300 слов, обязать знать каждую семью. Как это контролировали в Израиле? Значит, в каждой семье этот процесс контролировали дети, которые изучали язык в школе. Они контролировали своих родителей. Дело в том, что у нас, я считаю, что вот недостаток нашей системы, что все говорят о возрождении языка, но не понимают, что если человек не разговаривает на крымско-татарском языке, выучить весь целый язык очень сложно. И этот процесс надо разбить просто на отдельные шаги. И начать с первого, самого простого шага, когда дать скелет языка, которым вот мы можем в быту общаться. 300 слов для этого достаточно. И это будет основа, база, фундамент для того, чтобы на этот скелет нарастали другие слова. Когда народ был в ссылке, единая обобщающая идея была возвращение на родину. Но когда мы вернулись и уже встали на ноги, то, естественно, появились у каждого свои интересы. Ну, и это, наверное, нормально. Это любой народ там разделяется на всякие партии там, и всевозможные интересы. Это естественно. А объединять может только беда какая-то. Вот там этот учебник издали, который, вот вспомните, как все объединились. Все партии, все люди были против. То есть, когда тебя пинают, значит, ты сразу становишься в одной компании. Всегда говорю, спасибо нашим врагам, что они не дают нам расслабиться. Да? У меня одна очень вредная привычка – это мой возраст, который не позволяет мне уже делать многое, чего я не делал раньше. Вот вы спросили, я хожу ли я в горы. Я уже не могу ходить в горы. А раньше я очень много с молодости ходил в горы и очень высоко. И по Крыму ходил какое-то время. А сегодня я этого не могу сделать. А смысл жизни я вижу в том, чтобы найти свое любимое дело. И я его нашел. Найти свое место в жизни. Я его нашел. Найти свою пользу для общества, для своего народа. У меня нет желания исправлять что-либо в своей жизни. Я верил, что я вот там просматриваю кадры своей жизни, что Аллах, ангелы, они направляли всегда мою жизнь в необходимое русло. Я получал необходимый опыт, я прожил яркую и интересную жизнь. И если какие-то посылались мне испытания, то они посылались для того, чтобы я стал сильнее.